где же она, эта страна искусств? Приветствую всех в волшебной стране искусств. Здесь можно услышать необычные мелодии и найти новых сказочных друзей. Алиса, ты слышала? Страна искусств. Мы все же до нее дошли. Сегодня в нашей стране грандиозное событие. День открытия нового творческого сезона, который, как ни странно, выпал на самое красочное время года – осень. И, конечно, в такой день не обойтись без гостей. Сегодня мы вместе с королевой искусств пригласили на наш бал очень необычных гостей. Да-да. Мы уже здесь. Приветствую вас, уважаемый белый кролик и милая Алиса. Рада встрече с вами, ребята. Вы узнали, из какой сказки наши гости? Правильно, из сказки «Алиса в стране чудес». Вы как раз вовремя. Бал вот-вот начнется. Нам нужно успеть подготовить все музыкальные номера. Да, обязательно. А мы тоже подготовили подарок для Ее Величества Королевы искусств. Песню, которую я сочинял последние несколько месяцев. Ее исполнят жители страны искусств. Сейчас покажу. Вот, смотрите. Дорогой кролик, вот здесь пусто. Нот нет. Как пусто? Не может быть. Ой, вот я растяпа. Мы так спешили и торопились, что все нотки растряслись и растерялись по дороге. Прям осенний переполох какой-то получается. Какое горе. Как же мы поздравим королеву? Успокойтесь, не переживайте. Жители нашей страны обязательно помогут их отыскать. Может, поищем их на лугу? Поищем. А это идея.
Здесь так красиво. И так много детей. Конечно, ведь сегодня здесь собрались жители и гости страны искусств, страны чудес. Нас всех ожидают удивительные приключения. Я так люблю приключения. Сегодня у нас их будет много. Скорее, на поиски ноток. Хоть наша страна и очень большая, и в ней много извилистых тропинок, на которых, возможно, и растерялись наши нотки, но вместе мы сможем их отыскать. Правда, ребята? Тогда путь за нотками. Замечательно! Начало положено, и первые нотки мы отыскали. Я хочу поделиться с вами одним секретом. Для того, чтобы правильно прочитать нотки и исполнить их, необходим еще и музыкальный ключ. А что это за ключ такой? Музыкальный. Как он выглядит? Ну, вообще-то их несколько, чтобы было легче читать и исполнять нотный текст. Скрипичный, басовый, альтовый и теноровый. А скрипичное слово скрипка? Да, правильно, молодец, Алиса. У скрипки чудесный, чарующий голос. Послушай, скрипка. Ну хорошо, со скрипичным понятно. Я про него уже слышала. Про басовый тоже понятно. От слова бас. Я тоже басом умею. Точно. Есть такой мужской голос – бас. А пишется басовый ключ так. Есть музыкальный инструмент, очень похожий на скрипку, но только побольше, и звук у него ниже.
Алиса, ты знаешь, что это за инструмент? А вы, ребята, знаете? Какой? Молодцы, ребята! Правильно, это виолончель. Интересно. Здорово. А вот этот ключ, как его? Тенровый, Здоровый. треновый. В этом ключе играет медный духовой музыкальный инструмент тромбон. Тромбон? Да, сейчас услышим. Быстрее, Лиса.
репетиция. Музыкальная репетиция. А что это? Репетиция – это тренировка музыкального номера перед выступлением. Они тоже к балу готовятся. Пойдемте послушаем. Может быть, у них наши нотки? Что это за инструмент такой? Это балалайка. На Руси очень много скоморохов ею пользовались. А это что за музыкальный инструмент? Гармошка? Это балалайка. Такая маленькая, а так ловко управляется с инструментом. Девочка сидит. Как думаете, ребята, что это за музыкальный инструмент? Правильно, это балалайка. Сейчас послушаем. А эти девочки, что ж, сразу вместе играть будут? Да, это дуэт аккордеонов. Когда вдвоем играют, называется дуэт. Интересненько. Послушаем дуэт.
определенно поторопиться. Ну, скорее, на поиски ноток. Это опять бежать? Да. Но я устала. Ну, Что-то наш кролик загрустил. Наверное, он переживает, что не успеет на бал. да как-то минорно на душе. Минорно? Это еще что такое? В музыке грустная мелодия обычно пишется в минорном ладу. Минор – мастер печальной и задумчивой музыки. А радостный, веселый лад, как называется? Мажор. Вот и хватит минорить. Вставай-ка, мажор подхватим и вперед на поиски. Ну, ребята, давайте поможем нашему кролику поднять настроение. Поиграем. Привет, меня зовут Мажор. Привет, меня зовут Минор. Послушайте музыку и угадайте, кто из нас выйдет на манеж цирка. Я Мажор или я Минор? Ребята, будьте внимательны, слушайте и угадывайте. Как вы думаете, кто сейчас появится? Правильно, молодцы, угадали. Следующий фрагмент. Вы уверены? Сейчас проверим. Правильно, вы молодцы. Будьте внимательны. Хорошо подумайте. Правильно, вы молодцы. Точно, точно. Молодцы. Такие внимательные. А сейчас? Кто-кто? Правильно. Точно, точно. Прислушайтесь. Кто же это, ребята? Правильно, минор. И последний. Вы точно уверены в этом? Кто же это, ребята? Правильно, это мажор. Молодцы. Ребят, вы такие молодцы. Вы были очень внимательны. Ну что, кролик, нам получилось улучшить тебе настроение? Да.
Побежали дальше. Побежали. За мной. Пойдем найдем. Да. Исполнить песню без скрипичного ключа.
А где же нам его найти? Я предлагаю спросить у того, кто знает ответы на все вопросы. А кто же это? Зачем задавать вопрос, когда знаешь заранее на него ответ? Дорогой кот, а можно без загадок? Иногда, чтобы найти ответ, нужно разгадать множество загадок. Ну, говори уже! Иногда для того, чтобы увидеть, что лежит на поверхности, нужно заглянуть немножко глубже, вовнутрь. Вовнутрь чего? Какой чудесный у тебя цилиндр. А может, у него в цилиндре кот всегда прав? Да не может такого быть! Может. Рад был помочь. Мое почтение королеве. Дорогой кот, мы бы хотели, как всегда, так быстро исчез, мы не успели его отблагодарить. А может, ключи правда под цилиндром? Да. Ну? Не может быть! Он все время был со мной! Ну что ж, все нотки на месте, скрипичный ключ найден. Пора исполнить песню для Ее Величества искусства. Да! Если грустно тебе и ненастье в душе, если дождь не прошел стороной, просто вспомни скорей лица старых друзей, не грусти, улыбнись и пой. Просто вспомни скорей лица старых друзей, не грусти, улыбнись и пой. Не грусти, улыбнись и пой. Старый друг, он поймет, бросит все и придет, защитит от обиды любой. Стихнет боль от обид, если друг говорит, не грусти, улыбнись и пой. Стихнет боль от обид, если друг говорит, не грусти, улыбнись и пой. Не грусти, улыбнись и пой. В жизни много дорог, полных бед и грехов, прошагать нам придется порой. Но запомни, коль рядом друг верный с тобой, не грусти, улыбнись и пой. Но запомни, коль рядом друг верный с тобой, не грусти, улыбнись и пой. Не грусти, улыбнись и пой. Не грусти, улыбнись и пой. Ура! Спасибо вам, ребята, и прекрасная фея за помощь! Это вам спасибо. Вместе у нас получилось замечательное музыкальное путешествие. И ребята многое узнали, и вас мы познакомили с нашими жителями. Да, сегодня был по-настоящему волшебный день. А с вами, ребята, мы не прощаемся, а говорим до новых встреч в нашей стране искусства.